Искусствоведы спорят, какие социальные или природные процессы способствовали тому, что в Двинске Витебской губернии на переломе XIX и XX веков родились и стали всемирно известными творцами художник Марк Ротко, актер и режиссер Соломон Михоэлс, композитор Оскар Строк. И сегодня в Даугавпилсе, тихом европейском городе, время от времени на улице выплескивается все та же бушующая энергия и страсть. Они проявляются в фестивалях, которые, как в калейдоскопе, сменяют друг друга, и великие таланты снова напоминают о себе. Самый масштабный праздник, конечно, День города. В 2015 году Даугавпилс отметит свой 740-й день рождения. Значит, снова на 5 сценах будут выступать и профессиональные артисты, и самодеятельные коллективы. Снова народные мастера выйдут на улицы со своими изделиями. Снова будет народное гуляние в старой крепости, где сегодня горожане и гости идут через отреставрированные Николаевские ворота к арт-центру имени Марка Ротко. Даугавпилс – город, где дружно живут представители 27 народов. Какой цветок самый красивый в ярком венке? Это также невозможно определить, как выбрать лучший дубовый венок на празднике Лигу. Вместе со всей Латвией в ночь с 23 на 24 июня город празднует время, когда вечерняя заря встречается с утренней, а ослабевшие силы тьмы окончательно разгоняют костры и песни Лигу. Русская масленица, белорусский кирмаш, неделя славянской культуры – все это наше, местное. Фестиваль поляков в Латгалии прошел уже в 7-й раз. Это не просто смотр многочисленных польских коллективов. Это пример того, что можно любить свою историческую родину, сохранять с ней связь и быть патриотом страны, в которой живешь. Неудивительно, что уже в 11-й раз именно в Даугавпилсе проходит международный фольклорный фестиваль. На этом фестивале выступают не только латышские фольклорные коллективы. Здесь можно увидеть болгарские народные танцы и услышать грузинское многоголосие. Строгое жюри требует прежде всего подлинности во всем, и в манере исполнения, и в костюмах, и в обрядах. Пожалуй, самый масштабный фольклорный фестиваль – это Латгальский праздник песни, который прошел уже в 75-й раз. 3000 любителей народного искусства собрались на летней эстраде, чтобы порадовать зрителей. Даугавпилс – город, где на одной церковной горке стоят рядом православный собор, лютеранская кирха, католический костел и староверский храм. В каждом из них по традиции выступают хоры, прибывшие на фестиваль духовной музыки «Серебряные колокола». Например, в 11-м международном фестивале «Серебряные колокола» участвовали 2000 человек из 9 стран – Беларуси, Дании, Эстонии, России, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Венгрии. Даугавпилс – город, где кроме Даугавпилсского университета есть филиалы 10 вузов. 17-й праздник песни и танца студентов балтийских стран «Гаудеамус» собрал 5000 студентов. Участники фестиваля выступили с программой, в которой отражены и фольклорные традиции стран Балтии, и классическая музыка. Фестиваль начался факельным шествием от университета к центру Ротко. Здесь, в крепости, город впервые услышал, как звучит студенческий хор из 5000 голосов. А вот молодежные фестивали «Артишок» и «Урбан Стайл» дают возможность проявить себя любителям рэпа, стрит-данса, граффити, а также различных видов спорта – стритбола, скейтборда и прочих занятий юного поколения. Парад Алле – это тоже молодежный фестиваль, но очень необычный. В городе много лет действует цирковая студия. Некоторые выпускники стали профессиональными артистами, а юные любители циркового искусства в 9-й раз приезжают на международный фестиваль «Парад Алле». Даже самый масштабный фестиваль, как правило, начинается с увлеченного человека. Валерий Ходукин в юном возрасте услышал аккордеон и полюбил этот инструмент всем сердцем.
Он приехал в Даугавпилс, где в музыкальном училище было отделение аккордеона, закончил его, стал преподавателем, создал оркестр аккордеонистов и сумел организовать невероятный международный фестиваль. Здесь выступают и виртуозы, и юные музыканты. Здесь снова звучит бессмертный Оскар Строк и одновременно исполняются современные композиции. Валерия Ходокина уже нет на земле, но конкурс юных аккордеонистов, который носит его имя, состоялся в 14-й раз. Ученики продолжают дело своего учителя. А еще в Даугавпилсе любят джаз. Апрель – это месяц джаза, когда можно побывать и на концерте, и на мастер-классе известных музыкантов, и просто потанцевать под хорошую музыку. Джаз Joy Spring – так называется фестиваль, который нынешней весной прошел в 14-й раз. У фестиваля «Рестарт» пока не такая богатая история. Он проводится 4-й год подряд. Его идея в том, чтобы объединить самые разные направления творчества, донести их до широкой публики. Пожалуй, Соломон Михоэлс оценил бы масштаб представления, которое разворачивается на улицах его родного города. Улитка, в которой заключена целая горная долина, оживающие скульптуры, художник, который под музыку рисует песчаные узоры на гончарном круге. Все это «Рестарт». В этом году впервые в старинной Даугавпилской крепости, где 200 лет назад шли бои с наполеоновской армией, пройдет фестиваль клубов военно-исторической реконструкции. Знатоки военного искусства из разных стран постараются воссоздать исторические события. Кто знает, какие чудные открытия готовят нам творческие люди в этом году, и какие необыкновенные картинки мы увидим в калейдоскопе талантов на Даугавпилских фестивалях. Уважаемые дамы и господа, вас приветствует заместитель руководителя Центра латышской культуры города Даугавпилса Сандра Москалева. Добрый вечер, поважанные сябры. Город Даугавпилс, витаю вас! Ноябрь месяц для Латвии является знаменательным. 18 ноября мы празднуем День независимости нашего государства. И своим праздничным настроением мы хотим поделиться с вами, с нашими давними друзьями. Нас связывает не только река Даугава, общая граница, но и культурное сотрудничество. В течение многих лет мы обмениваемся выступлениями творческих коллективов наших городов Витебска и Даугавпилса. И сегодня для вас прозвучат произведения латышской классики, отражающие внутреннее богатство и красоту латышского народа, современная латышская музыка и мировые шедевры. И в честь знаменательной даты нашей страны перед вами сегодня выступит один из лучших коллективов нашего города – камерный оркестр. Встречайте!
Открываем концерт произведением, созданным на основе латышского фольклора и новых музыкальных тенденций, которое написал дирижер нашего оркестра Айварс Брокс. Итак, вашему вниманию Айварс Брокс «Времена года. Осень, зима, весна, лето». Солисты Наталья Савельева, флейта, Andris Salenieks, саксофон, Илона Брока, синтезатор, Элина Бамбане, рояль, Александр Стаманс, ударные инструменты, дирижер оркестра Айварс Брокс.
Сейчас прозвучит музыка, входящая в золотой фонд латышской классики. Якобс Меденш «Легенда».
Георг Спелецис, концертино Бианко in C для фортепиано с оркестром. Первая и вторая части. Con venerazione, con anima. Соло на рояле Айварс Брокс.
Дарзинш «Назови этот час и миг» исполняет оркестр и солист Латвийской национальной оперы Рихардс Мачановскис. Раймондс Паулс, тема из кинофильма «Театр», соло на флейте Наталья Савельева.
Мартинч Брауns, песня про игру. Соло на саксофоне Андрис Салениекс.
Язеп Свитолс «Закрой глазки» поет Рихард Смачиновскис. Мартинч Браунс «Посвящение любви» из кинофильма «Рождественский переполох». Соло на рояле Айварс Брокс.
Раймонд Спаус. Тема из кинофильма «Долгая дорога в дюнах». Соло на саксофоне Андрис Салениекс. Алфред Калнинч «Дивлюсь я». Поет Рихардс Мачиновскис.
Иман Скалнинч они танцевали все лето из кинофильма «Дышите глубоко» с солистой Айварс Брокс, Наталия Савельева, Андрис Саленекс. В репертуаре оркестра есть много произведений мировой классики. В программе концерта два из них, которые пользуются наибольшей популярностью у слушателей. Нина Ротта
Тема любви из кинофильма «Крестный отец». Соло на рояле Айварс Брокс. Владимир Косма «Я знаю, что это ложь» из кинофильма «Беглецы». Соло на рояле Айварс Брокс.
И в завершении концерта Раймонд Спаус «Трое мужчин» и «Да здравствует» из кинофильма «Слуги дьявола» на чертовой мельнице поет Рихардс Мачиновскис.
Еще разочек, можно? Спасибо. Спасибо. Щиро дякуємо за сердечний прийом, за теплые аплодисменты и сердечный прием. Говорим спасибо вам. Наш любимый город Даугавпилс, оркестр, солисты Наталья Савельева, Илона Брока, Элина Бамбаны.
Александр Стаманс. Солист Латвийской национальной оперы Рихард Мачиновскис. Еще Андрис Саленекс и художественный руководитель и дирижер оркестра Айварс Брокс. Цветы участникам камерного оркестра города Даугавпилс от государственного учреждения Центр культуры Витебск.